В нашем эфире Петр Федотов, бронзовый призер топ-16 2026 года, не один, своей женой, нашей известной тоже теннисисткой Ольгой Вишняковой. Петь, ну поздравляю, бронза, замечательно, тем более за третье место был матч с Львом Волиным, одним из сильнейших теннисистов на этом турнире. Ну расскажи, как он складывался, за счет чего получилось победить? Складывался непросто, то есть я проиграл первый сет. И у меня есть такой психологический трюк, я вот так руки бросаю, как будто бы сдаюсь, но это просто такой трюк, потому что я знаю, что надо отпустить и бороться дальше. Повезло, что второй сет выиграл достаточно легко, и это вернуло меня в игру, и дальше пошла равная очень игра. Ну и седьмой сет тоже сложился в мою пользу. Очень рад победить, потому что и на суперкубок попал, и все-таки медаль не деревянная, а бронзовая, и я этому очень рад. Спасибо моей жене, спасибо моему тренеру, моей семье, что поддерживали. Очень рад этому результату. Я слышала, что Вячеслав Буров, твой тренер, давал тебе наставление, что ты немножечко, ну, не уверен был в себе, наверное, да? Из-за этого были какие-то проблемы? Да, да, даже он не очень улыбался уже после игры. Я его в каком-то смысле понимаю. У нас есть план на игру, и я из-за нервов не могу вот строго ему следовать, да. Пытаюсь как-то легче сыграть побыстрее, как-то выиграть, но это надо сыграть правильно. Даже если проиграю, но это тоже правильно играть, выдерживать линию, стратегию, которая у нас есть. И вот этим он был недоволен. Он сказал: хорошо, седьмой сет тебя прощает, а до этого не очень хорошо было все. Ну, у тебя на этих соревнованиях ты, наверное, сыграл чуть ли не максимальное количество партий, да? Ну, только Сергей Филиппович меня отпустил быстро, дал мне толчок вперед. И, ну, конечно, топ-16, хоть здесь не все, далеко не все присутствуют, но тем не менее очень сильный состав и Очень ровный. очень ровный, да. Вот действительно, я смотрел вчера рейтинги, людей, которых я выиграл, там 1920, 30, 33, то есть все вот такие. И так что очень хороший турнир, очень рад здесь так сыграть. Ну, здорово. В общем, третье место и, как говорится, проигрыш в полуфинале один-единственный. Это, я думаю, что ничего страшного в преддверии чемпионата страны. Рейтинги же нам нужны, и командные в том числе, да? Да. Да, конечно, то есть это такой подготовительный турнир был, да, то есть, конечно, он важный, но здесь со всеми сыграли, и Сади провел очень хороший матч, да, в полуфинале, и ему отдать надо должное, он молодец, в финале будем смотреть на трибуне, как он играет. Теперь вопрос Оли. Ну, как тебе болелось сам уже? Ну, в любом случае, когда ты болеешь за Петруху, ты отдаешь частичку себя, все свои нервы, поэтому даже, знаете, в какой-то момент я очень расстроилась, что я не вышла в первую восьмерку, но с другой стороны, я этому рада, потому что столько нервов у меня бы 100% не хватило на этот турнир просто сохранить, поэтому нет, все супер, как сыграл, так сыграл. В любом случае, перед чемпионатом после Северной Кореи нужно было разыграться, привыкнуть к российскому теннису, именно к нашему силовому, такому более ровному, вот, и поэтому, ну, такой результат, я считаю, что это вообще супер. Ну, здорово услышать такую оценку от жены, да? Да, очень я благодарен за эту оценку. На самом деле и когда я посмотрю Олины матчи, я тоже переживаю невероятно. Я видела. Да, я просто не могу сидеть на одном месте, стоять, я ухожу, ругаю себя, может, я неправильно что-то утром сказал. Вот, поэтому Оля всех порвет на чемпионате, я в этом уверен. Ну, Оля обязана, просто обязана, да? Ну, я надеюсь. Но просто еще смешно очень было, когда я проиграла Арине Казанцевой, которая меня просто убила в группе. Петя мне после игры говорит: нет, ну все хорошо, но ну это я виноват, я понял, я понял, что я пришел в зал, и это я виноват 100%, что ты проиграла. Я говорю: нет, все хорошо, не Ну, беспокойся. тебе легче стало после этого? После тех слов? Да, конечно, нет, но я проиграла же сама, Арина меня убила. Ну что здесь поделать? Ну, будем работать. Здесь хорошо играла до 9-2 в ее пользу с Коцур. Арина, в принципе, очень здорово проводит последние турниры, и на турах как играет, и Захарова она замечательно сыграла, поэтому, ну, все в любом случае прибавляют, все выравниваются, и рейтинг это показывает. Результаты на соревновании, они как бы соответствуют рейтингу, поэтому тут вообще даже ни к чему не придраться. Вопрос немножечко из другой оперы. Вот вы вдвоем были сейчас на сборах в Северной Корее. Что дал вам этот сбор и насколько он повлиял на подготовку к чемпионату страны? Все-таки это главный турнир года. Ну, я на самом деле очень благодарен этому опыту. Невероятный опыт, потренироваться со сборной Северной Кореи. Я уже был в Владивостоке. Для меня было очень интересно поехать и в Северную Корею, и с точки зрения вообще такой жизненной, вот любопытства, да, что это за страна. Еще бы, закрытая. Да, и потренироваться, естественно. И я просто очень благодарен федерации и тренеру Валерию Ивановичу Солобаеву, что меня взяли на сборы.
Это опыт на всю жизнь, тренировки очень хорошие. И мы там играли на счет, и я прям, мне кажется, там почувствовал такую энергию. Я неплохо сыграл на счет там, и это придало мне сил здесь. Потому что сезон складывался не так просто. И, в общем, феноменальный опыт для нас, для всех, кто там был. Я надеюсь, что еще удастся туда съездить. Я тоже так думаю. Оля, твои впечатления? Ну, мне очень вообще сбор этот понравился. Еще учитывая то, что мы сейчас достаточно закрыты, конечно, международные турниры появляются, у нас есть клубные чемпионаты, но такого большого опыта на международной, особенно азиатской арене, мы не получаем, поэтому даже сыграть пару товарищеских командных матчей, это вообще замечательно, попробовать прочувствовать игру другой страны, потому что все равно в каждой стране есть свои нюансы, есть свои особенности, это прямо круто. Плюс тренировочный процесс, он настолько качественный, настолько объемный, что в любом случае в будущем, может быть, даже не на чемпионате как бы России это выльется, но в любом случае ты знаешь, что результат ты от этого получишь, и вот эта стабильность, которую ты старался выработать на сборе, она как бы войдет в твою игру тоже. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы сборов было почаще таких, но чуточку поближе. Ну да, добираться сутки, наверное. Да, особенно сейчас со всей ситуацией с задержками самолетов иногда бывает грустно, но Мгм. это того стоит. Ребят, еще раз поздравляю. Молодцы, это совместный ваш успех. Вот, давайте дальше. Мы ждем вас теперь в Москве на чемпионате страны. Да, выступаем до Санкт-Петербург, да, сборную, Москва. Да, две столицы. Удачи, чтобы у вас все было хорошо и в жизни, и вместе ваша семья, как говорится, расширялась. Вот, и совершенства, и удачи. Ну, чтобы все у вас сложилось, как вы хотите. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Еще и отдельно скажу спасибо организаторам, всем причастным за этот турнир. Большое счастье здесь играть в память нашего великого тренера. Спасибо всем большое. Спасибо.